Здравствуйте! Сегодня активисты Краеведческого музея школы номер 31 собрались за круглым столом, чтобы рассказать о своих исследованиях, о своих находках в области изучения истории родного края, истории нашего города Нижнекамск, а также истории коренных народов, которые населяют Среднее Поволжье. Нам стало интересно, знают ли наши друзья, одноклассники, родители топонимику нашего города. Мы провели опрос и поняли, что большинство жителей не знает, откуда произошли названия улиц. А ведь каждое название имеет свой смысл, хранит в себе культуру и традиции своего народа. Наше внимание привлекли два топонима, то есть улицы нашего города. Это Ахтубинская и Чебинская. А откуда они произошли? Мы обратились к источникам о происхождении нашего города и выяснили, что в 1960 году на месте деревни Чебяй-Ахтуба началось строительство нашего города Нижнекамска. Также ценность нашего исследования заключается не только в том, что мы просто беседовали с респондентами, но и побывали в сохранившейся деревне Ахтуба. В ходе исследования мы выяснили, что первое упоминание о деревне Чебяй было найдено в документе 1631 года. В этой деревне была одна Г-образная улица и 83 двора. Также имелся конный двор и ферма, где выращивали коров, быков и овец. А вот деревня Ахтуба известна с 1678 года. Жители деревень также занимались земледением, разведением скота, пчеловодством, изготовлением телег. В газетных материалах было написано, что в Ахтубе до начала строительства города было 128 дворов. Ахтуба состояла из 3 улиц: Куль-Ураме, Озерная улица, Урта-Урам, Средняя улица и Яна-Урам, Новая улица. На сегодняшний день сохранилась улица Озерная. А что означает слово «чебья»? Мы обратились к различным словарям и выяснили удмуртское происхождение этого слова. Его корни уходят в далекие языческие времена, удмуртские племена к божеству Варшут, духу предка-покровителя. Также следует отметить, что названия деревень Ахтуба и Чебья стали основой для названия улиц Ахтубинская и Чубинская. Изучая фотографии в семейных архивах, мы заметили, что на них изображены люди в кряжеских костюмах. При общении с коренными жителями деревни Чебяй-Ахтуба мы выяснили, как одевались кряжины, какие праздники проводили и каковы их особенности. Как и другие жители деревень, они вели свой размеренный уклад жизни, занимаясь хозяйством. Но наше внимание привлекли особые обычаи и традиции, которые передавались из поколения в поколение. Во-первых, это совместное между деревнями Чебяй-Ахтуба празднование Пасхи, Троицы, Покрова дня, Петрова дня и другие. Во-вторых, это удивительный обряд одевания национального костюма представителей кряжинских деревень Чебья и Ахтуба. Девушки надевали платок и тамаксу. Замужняя девушка наживала мелянщик, сюряке, щегеще, башьяулык, мангай укасе. А зажиточные женщины надевали мангай тынкасе, муйтамар, тынкеле тушлек. Все украшения были сделаны из чистого серебра, а кто не мог себе позволить такие дорогие украшения из серебра, имитировали их жестью или оловом, сказала так Галина Николаевна. Изучая песенное творчество кряжин деревень Чебяй-Ахтуба, мы познакомились с богатым культурным наследием. Это песни, пляски, припевки. И узнали о многообразии песенных жанров. Алевтина Петровна, может быть, нам исполните что-то? Я с удовольствием. Кара урманlarını şeylendim, dayanırga direk tapmadım, küpeler üzüledim, min küp sıradım, sizi dey dostlarımı tapmadım. Рахмет, спасибо большое. Исследование о деревнях Чебья и Ахтуба помогло нам полнее раскрыть историю строительства нашего города, а также мы внесли свой вклад в изучение такого интересного народа кряжин. А мы продолжили исследование. Изучая историю народа кряжин, мы заинтересовались вопросом письменности, так как наличие своей письменности является прямым доказательством самостоятельности народа. Первым упоминанием о письменности кряжин являются родовые знаки Томга, а создателем письменности кряжин стал известный тюрколог, православный просветитель и миссионер Николай Иванович Ильминский. Он взял за основу русский алфавит и дополнил его 3 гласными У, а также исключил буквы В, Ф, Ц и Щ, которые не имели звуковых аналогов в кряжинском алфавите. Кряжины, получив свою письменность,
стали полноценным субъектом мировой цивилизации. Благодаря исследовательской работе мы нашли хранителей оригинальных изданий книг на кряшенской письменности. Среди них религиозная литература и книги воспитательного характера. Мы провели сопоставительный анализ письменности 3 народов – русских, татар и кряшен. Сравнительный анализ помог сделать некоторые выводы. Вековое соседство народов сказалось на формировании их письменности. Все 3 алфавита основаны на кириллице. Большое количество заимствованной лексики – результат взаимопроникновения и взаимопополнения языков. Письменность кряшен и татар доступна для понимания обоим народам. С начала 1990-х годов алфавит Ильминского вновь начал употребляться в кряшенских изданиях. Изучив историю письменности кряшен, мы смогли собрать доказательный материал его самостоятельности и идентичности. Всем большое спасибо за проведенные исследования. Надеюсь, мы на этом не остановимся и для себя откроем много нового и интересного и поделимся своими открытиями. Да, обязательно продолжим. Спасибо всем.